Тот, кто совершает намаз, молитву, удостаивается огромной чести и милости от Аллаха. Вот некоторые из достоинств и наград, упомянутых в Коране и хадисах. Первая близость к Аллаху. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ближе всего раб бывает к своему Господу во время саджда, земного поклона, поэтому делайте больше дуа в этот момент». Сахих Муслим. Намаз – это прямой разговор с Аллахом. Это возможность приблизиться к Нему без посредников. Второе – очищение от грехов. Пророк привел прекрасный пример. Если у одного из вас перед домом есть река, и он купается в ней 5 раз в день, останется ли на нем какая-либо грязь? Сподвижники сказали: нет, не останется. Пророк, мир ему, сказал: также и с 5 молитвами Аллах стирает ими грехи. Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим. Третье. Первый вопрос в судный день. Пророк, мир ему, сказал: первое, за что человек будет спрошен в судный день, это намаз. Если он будет правильным, то и остальные деяния будут правильны. А если испорчен, то и остальные деяния испорчены. Ат-Тирмизи. Четвертое. Отличие верующего от неверующего. Пророк, мир ему, сказал: между человеком и ширком, многобожием, и куфром, неверием, отказ от намаза, Сахих Муслим. Пятое. Свет, доказательство и спасение. Пророк, мир ему, сказал: намаз будет светом, доказательством и спасением для того, кто его соблюдает. А для того, кто пренебрегает им, он не будет ни светом, ни доказательством, ни спасением. Имам Ахмад, хадис Хасан. Аллах говорит: шестое. Прямой путь в рай. Воистину, верующие, которые выстаивают молитву, они будут наследниками рая Фирдаус, они пребудут там вечно. Сура Аль-Муминун, 23 аяты, с 1 по 11. Седьмое. Спокойствие сердца. Воистину, с намазом приходит помощь и терпение. Сура 2, аят 45. Воистину, в поминании Аллаха успокаиваются сердца. Сура 13, аят 28. Вывод: кто соблюдает намаз, становится любимцем Аллаха, обретает прощение и очищение, защищен в жизни и в ахирате, вечности, и будет первым приближен к раю.